Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Запуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» прошел успешно. В Якутии приступают к поискам фрагментов ракеты. В Нерюнгринском районе проживает более 3500 людей с инвалидностью. Расскажем о помощи с их трудоустройством. И долгожданное событие в Ленске. Посмотреть фильмы ленчане теперь могут в комфортном кинозале. Запуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» прошел в штатном режиме. После пусковой облет районов падения фрагментов ракеты «Союз-2.1Б» пройдет в республике сегодня. По информации Госкомобеспечения региона, головной обтекатель отделился на территории Алданского района. Падение второй ступени наблюдали в Сангаре, а фрагментов там же в Сангаре и селе Себянкюль, говорится в сообщении. По информацию о падении 8 фрагментов ракеты-носителя в Кобяйском Улусе предварительно подтвердил нашему телеканалу глава района Иван Левин. 203 новых случая COVID-19, в том числе 28 носителей, выявили в Якутии за минувшие сутки. По информации оперштаба региона, в Якутске заболели 95 человек. В Алданском районе 16, в Мирнинском 14, в Мегино-Кангаласском 9, в Амгинском районе 8 случаев. В Нерюнгринском районе выявили 7 заболевших, в Ленском 6, в большинстве других районов от 1 до 5 случаев. Айсен Николаев положительно оценила систему корпоративного управления акционерного общества «Водоканал». Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности компании рассмотрены на совещании у главы Якутии. Генеральный директор «Водоканала» Анатолий Кырджигасов среди основных направлений деятельности предприятия в текущем году назвал запуск процесса углевания в водозаборе, промывку и дезинфекцию всех водопроводных сетей. Айсен Николаев отметил, что «Водоканал» является важнейшим предприятием города Якутска и центром компетенций по водоотведению и водоснабжению в целом по республике. В дальнейшем эти компетенции в районах будут только наращиваться, добавил глава. В Нерюнгринском районе проживает более 3500 людей с инвалидностью, из них работают 395 человек, это 27%. В текущем году трудоустроены 27 граждан с инвалидностью. Екатерина Павлова подробнее о программе помощи при трудоустройстве. Программа сопровождения при трудоустройстве граждан с инвалидностью реализуется с 2018 года. Работодателем назначается наставник, помогающий новичку адаптироваться на рабочем месте, а Центр занятости возмещает расходы по заработной плате и страховым взносам работодателю. Так, у индивидуального предпринимателя Дмитрия Громова работают 2 человека по программе сопровождения. В типографию мастер по изготовлению рекламной продукции Нюргун Слепцов устроился в сентябре, успешно адаптировался и выполняет свою работу без каких-либо нареканий. Дизайнер Сергей Корняков устроился в печатный двор почти 2 года назад по этой же программе и успешно работает здесь по сей день. Моя основная обязанность – это фотошопы, работать, делать рекламу, визитки. Идешь по городу и видишь свою рекламу. В Южно-Якутском технологическом колледже численность работников сегодня 181 человек. По установленной квоте для госучреждений 5 рабочих мест занимают лица с инвалидностью. Среди них педагоги, технический персонал, служащие. Особых специальных условий труда для наших работников создавать не нужно. По нозологии они работают в общих условиях. Но в целом, если сказать о том, как мы ведем это направление, то нужно отметить, что мы были участниками несколько лет подряд с 2014 года федеральных проектов, которые были направлены на создание безбарьерной и доступной среды. Вот на сегодняшний день мы абсолютно 100% соответствуем именно по обеспечению условий для обучения лиц с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в Центре занятости зарегистрировано 1674 вакансий, в том числе в счет квоты от 25 предприятий для трудоустройства граждан с инвалидностью 90 свободных рабочих мест. Сегодня не надо никого убеждать, что эффективная трудовая занятость – главное, что должны сделать государство и общество для включения людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь. Они могут, хотят работать и вполне конкурентоспособны. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Сергей Козюра, Нерюнгри.
Пассажирские перевозки между Ленском и другими населенными пунктами в районе будут возобновлены в преддверии новогодних праздников. Как сообщает пресс-служба районной администрации, автобусы МБУ «Границ» 21 декабря будут курсировать по старому расписанию по направлениям Ленск, села Ортанахара, Чамча, Дорожный, Северная Нюя, Мурья, Биченча. Все пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты. Напомним, перевозки были приостановлены с 5 ноября решением районного оперштаба в связи с распространением коронавируса. Также перед праздничными выходными на территории Омиконского района служба пожарного надзора совместно с полицейскими проводит профилактические рейды с целью предупреждения пожаров. С населением проводят беседы, раздают брошюры о пожарной безопасности. Кроме того, граждан обучают соблюдению санитарных норм и как защитить себя от COVID-19. Также людям разъясняют, чем опасно оставлять малолетних детей без присмотра взрослых. Период с 26 ноября и по 25 декабря 2020 года проводится ежегодная профилактическая операция «Жилище-2020». По утвержденному плану организационно-профилактических мероприятий профилактической операции «Жилище-2020». Полигон Мирного ежемесячно заполняют 10 кубометрами снега. Столько на территорию привозят сотрудники коммунальных служб после уборки городских улиц. За ночной и дневной работой наблюдали наши коллеги. Когда жители мирного города засыпают, просыпаются коммунальщики. Ночью им нужно выполнить важную миссию – уничтожить снег. Понятно, что он выпадет еще не один раз, но водителям и пешеходам снежные накаты мешают передвигаться безопасно. Десятки машин, мини-погрузчики, крупные экскаваторы чистят алмазную столицу до 8 утра. Сейчас вот мы с этой недели приступаем к уборке внутриквартальных проездов. До конца декабря мы эти работы должны закончим. Но также, опять же, в плановом порядке уборка из снега и посыпка противогололедным материалом и уборка площадей. А днем технику заменяют люди. Большинство горожан знают, если неподалеку звучит музыка, значит, где-то рядом трудится дворник Евгений Кизин. Почти 20 лет мужчина работает во благо города. Ему, как и большинству дворников, много не надо. Лишь бы, говорит, мирнинцы не мусорили. С капризами погоды справится и сам. Сложно зимнее время работать, потому что холодно. Вот, и там, когда очень сильно замерзаешь, приходишь, вот, где-нибудь греешься, пьешь чай, согреваешься, а потом, когда уже согрелся, и потом дальше идешь работать. Работать и людям, и машинам предстоит вплоть до марта точно. Они выходят на улицы после каждого снегопада. Кажется, на выходных задач прибавится. По прогнозам Гизметео, в субботу, воскресенье и вторник в Мирном пожалуют облажной снег. Это осадки, которые могут идти по несколько часов и лишь ненадолго прерываться. Анна Винокурова, Ксения Исламова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Якутии выплаты для детей до 7 лет начнутся с 21 декабря. Напомним, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции объявил о новой выплате по 5000 рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно. Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье. По сведениям Пенсионного фонда, в Якутии 110 тысяч детей до 7 лет включительно. Все эти семьи должны получить выплату до Нового года. Всего же на эти цели из резервного фонда правительства страны направят 73,5 миллиардов рублей. Айсен Николаев сегодня работает в Тампонском районе. В рамках рабочей поездки глава региона примет участие в торжественном вручении ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья в поселке Хандыга и открытии нового здания Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штурова. По завершении рабочей поездки Айсен Николаев проведет совещание по социально-экономическому развитию Тампонского района. Посмотреть в том числе якутские фильмы жители Ленска теперь смогут в комфортном кинозале в Центре досуга и народного творчества. Открыт прокат кинолент при сотрудничестве с Якутской республиканской киносетью. Участие в онлайн-открытии принял глава региона Айсен Николаев. Подробности у нашего субкора в Ленске Анны Кожевниковой. Новый кинозал в Центре досуга и народного творчества города Ленска модернизирован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Он оснащен в соответствии со всеми современными требованиями, а комфортные условия созданы при содействии городской власти и спонсоров.
Торжественное открытие состоялось в онлайн-трансляции при участии главы республики Саха-Якутия Айсене Николаеве. Он поздравил ленчан с этим значимым событием. Замечательно, когда работники культуры так болеют за свое дело, стараются создавать для своих земляков самые лучшие условия. У жителей Ленска появилась возможность в хороших условиях смотреть уже современное кино на большом экране, в хорошем качестве, с ярким изображением, уверен, с хорошим звуком. На оснащение кинозала затрачено 5 миллионов в рамках реализации национального проекта «Культура». Очень отрадно, что наш город поучаствовал, мы, учреждения города, поучаствовали и выиграли этот грант. Заявителей, видимо, было достаточно много, но мы сумели сконкурировать. Киноленты будут поставляться республиканской киносетью. Стоимость билетов, регламентированная ими, составит от 150 до 350 рублей. Начиная с сегодняшнего дня сеансы будут проходить ежедневно. Часы работы кинотеатра с 10 утра до 10 вечера. С афишей ленчане могут ознакомиться на сайтах и в соцсетях города. В первые дни у нас «Серебряные коньки», «Тагендархан» и «Реальные пацаны против зомби». Это российские комедии. Уже билеты покупают люди? Да. Мне с 9 утра звонят и бронируют их. Несмотря на обязательное требование соблюдения санмер, масочный режим, обработка дезинфицирующими средствами, термометрия и рассадка в зале с соблюдением соцдистанции, посетители поспешили на первый фильм в прокате нового кинозала «Серебряные коньки». Ленчане с удовольствием посмотрели киноленту и поделились отзывами о кино и условиях, созданных для зрителей. Понравилось, во-первых, сам фильм, это и история, будем так говорить, и потом, где снимались, это же Санкт-Петербург. Ну, в общем, мы в восторге, тем более мы вот с Людмилой Пантельмон первые сеансы, и мы первые зрители. Поэтому мы вообще приглашаем всех посмотреть этот фильм. И сам зал, очень удобные кресла. Вы знаете, мы просто отдыхали, да? Просто отдыхали. Так что советуем всем ленчанам прийти в новый кинотеатр. Это 17-й в Якутии кинозал, открытый в рамках реализации нацпроекта «Культура». И отличный подарок для ленчан в преддверии Нового года. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Оставайтесь с нами.